ЕС планирует выделить 20 миллионов евро, чтобы покрыть европейской спутниковой связью Центральную Азию, заявил представитель Евросоюза в Казахстане Йоханнес Баур. По словам чиновника, европейский проект лучше Starlink, так как спутники Маска вращаются вокруг Земли по низкой орбите, а европейские по средней. And Europe are coming closer together and becoming more and more connected. Kazakhstan is a crucial partner for the EU. Kazakhstan is an important player on the international stage and in the region. And I would like to... Представитель ЕС отметил, что большая часть финансирования будет направлена в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Судя по всему, это основные страны региона, на население которых хотели бы влиять Евросоюз через свои интернет-сети. Напомним, 14 декабря спутник Таджикистан сообщил, что служба связи РТ заключила договор с российской компанией «Цифра». Документ подписали руководитель таджикского ведомства Бек Сабур и генеральный директор «Цифры» Сергей Емельченков. По информации пресс-центра службы связи Таджикистана, данный меморандум регулирует двусторонние отношения в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий. Он направлен на развитие сетевой безопасности, системы электронной коммерции, электронных документов, почтовой службы и IP-телефонии, заявили в ведомстве. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за решение наградить меня орденом за заслуги перед Отечеством. Воспринимаю эту награду как высокую оценку моего скромного вклада в укрепление таджикско-российских взаимоотношений. Ранее в ноябре новостное информационное агентство «Хавар» со ссылкой на службу связи РТ сообщил, что в ближайшее время будет реализовано прямое соединение сетей телекоммуникаций Республики Таджикистан с сетями телекоммуникаций Китайской Народной Республики. Такое чувство, будто мы равняемся на такие страны, как Туркменистан, Северная Корея, африканские страны, в которых интернет стоит очень дорого. И это все сделано не только с точки зрения экономической обоснованности этих тарифов, но еще и с точки зрения того, чтобы лишить населения доступа к интернету. В современных условиях контроль телекоммуникаций и информации дает контроль над целыми народами. Именно по этой причине за центральноазиатские телекоммуникации развернулась такая нешуточная борьба между Китаем, Россией, Евросоюзом и США. Политологи уже объявили эпоху так называемых гибридных войн, в которых ключевую роль играет пропаганда и манипуляции массовым сознанием, которые, в свою очередь, сегодня в большой мере формируются различными ресурсами в интернете. Кроме того, именно в последнее десятилетие стала очевидна ключевая роль социальных сетей в революциях, народных протестах и даже вооруженных конфликтах.